Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Бахчисарай – это настоящая сокровищница исторической памяти Крыма. Постоянные зрители передачи «Прогулки по Крыму» с Алексеем Гайворонским помнят, что уже почти полгода с первых дней осени мы каждую неделю вместе пытаемся постичь очередную тайну Бахчисарая. И на этом пути мы сделали немало интересных открытий. А сегодня наша последняя прогулка по ханской столице. Мы пройдемся тихими улочками Бахчисарая для того, чтобы запомнить их неповторимую красоту. И начнем мы, разумеется, с главной улицы Бахчисарая, что тянется вдоль речного берега через весь город. Если бы мы попали на эту улицу лет 300 или хотя бы даже лет 80 назад, она напомнила бы нам длинный торговый ряд. В нижних этажах зданий по обеим сторонам улицы были устроены бесчисленные лавки с самым разнообразным товаром – шапки, туфли, медные тазы и множество прочих изделий бахчисарайских ремесленников. Эти лавки были не просто магазинами, но одновременно и мастерскими. Ремесленники изготавливали свою продукцию на глазах у покупателей и тут же выставляли на продажу. Рынок был шумным, но не суетливым. Среди мастеров не было принято назойливо зазывать клиентов. Они были заняты работой, либо степенно сидели у входа, дожидаясь, пока покупатели сами подойдут к ним. И их ожидание, конечно, вознаграждалось, потому что мимо дверей их лавок в течение дня проходил целый город. Это большая постройка со стрельчатыми окнами, старая мечеть Орта-Джами. В советское время в ней действовал кинотеатр, а теперь здание восстанавливается, чтобы снова стать мечетью. Возле Орта-Джами ремесленные ряды заканчивались, и начинался продуктовый базар. Хозяевами на нем были продавцы зелени, мяса, хлеба. Рынок в этом квартале функционировал еще 30 лет назад. Если же горожане хотели приобрести какой-нибудь редкий импортный товар, как, например, турецкие шелковые ткани или зерна аравийского кофе, они направлялись в караван-сарай, постоялые дворы, где жили и торговали иностранные купцы. Таких дворов в Бахчисарае в старину имелось 16. Здесь же можно добавить, что разнообразнейших лавок и мастерских в городе насчитывалось свыше 1000. Двигаясь далее от Орта-Джами в направлении ханского дворца, мы прошли бы мимо мастерских, где изготавливали снаряжение для войны и охоты, как, например, холодное оружие, конскую сбрую. Вполне вероятно, что где-то неподалеку здесь располагалась и фактория по производству знаменитых бахчисарайских кремневых ружей, которые шли на экспорт в Турцию. Здание, которое стоит у самого входа в ханский дворец, это не что иное, как старая кофейня.
Таких заведений в городе было почти 2 десятка. Состоятельные горожане заходили сюда попить кофе, покурить трубку, поиграть в шахматы и побеседовать. В кофейнях обменивались новостями и заключали торговые сделки. Люди победнее предпочитали отдыхать не здесь, а в Бузахане, где подавали шипучий квас из белого проса – бузу. Таков был в самых общих чертах облик центральной улицы ханской столицы. Однажды, лет 6 или 7 назад, мне довелось принять участие в дискуссии о переименовании главной улицы Старого Бахчисарая улицы Ленина. Это безликое идеологизированное наименование, шаблонно повторенное в тысячах других населенных пунктах, безусловно не подходит столь уникальному и самобытному городу, как Бахчисарай. Варианты на замену выдвигались самые разные. Одни предлагали переименовать улицу в честь Менгли-Герая или Крыма-Герая, другие желали увековечить Екатерину II, а третьи выдвигали нейтральный вариант – просто улица Дворцовая. Наконец кто-то предложил: давайте вернем улице историческое название. И когда меня спросили, как же эта улица называлась в старину, я ответил, что единого названия у нее, по сути, никогда не существовало. Как такое может быть? Удивились присутствующие. Ответ на этот вопрос лежит в особенностях исторического прошлого Бахчисарая. Для стороннего глаза может показаться, что Бахчисарай построен весьма хаотично. Бахчисарай будто в яму насыпан. Вам отсюда кажется, что один дом стоит на крыше другого, а другой на крыше третьего, писал один из русских путешественников XIX века. Однако вся эта кажущаяся беспорядочность подчинялась своей логике. Город делился на 33 квартала разной величины. В Бахчисарае эти кварталы, как и в городах других мусульманских стран, назывались маале. Каждый квартал имел особое название, например, Кемер-Капы, Саускам, Мираш-Эфенди, и местоположение дома определялось не по улице, а по кварталу, которому дом принадлежал. Потому-то главная улица столицы и не носила на всем своем протяжении какого-либо одного определенного названия. Один дом на ней принадлежал к кварталу Ортаджами-Мале, следующий к Яны-Мале, еще чуть поодаль к Ханджами-Мале и так далее. Бахчисарайцы прекрасно ориентировались, где заканчивался один квартал и начинался следующий, и такое деление города было им вполне привычно. Центром каждого маале всегда являлась мечеть, которую регулярно посещали жители близлежащих улиц. Соответственно числу кварталов, мечетей в городе тоже было 33. Из этого множества до наших дней уцелела лишь малая часть. Большая мечеть ханского дворца, мечети Исми-хан, Тахталы, Мола Мустафа и уже упоминавшаяся Орта-Джами. Каждый из них, в том числе и к ханской, был приписан свой квартал. При большинстве квартальных мечетей существовали мектебы – школы, где детей обучали грамоте. А при наиболее крупных были основаны даже медресе, то есть высшие религиозные училища. Кварталы были не одинаковы по размеру, и мечети в них тоже были разной по вместимости. Некоторые были совсем невелики, и их минареты походили не на остроконечные шпили, какие мы видим, например, в Хан-Сарае, а на низкие деревянные или каменные башенки. Например, на этой зарисовке 1920-х годов можно видеть подобный минарет при мечети в квартале Бурма-Шишме. Отметим, что рядом с мечетью тут изображен и другой интересный памятник – каменный фонтан. Согласно описаниям, в старом Бахчисарае существовало свыше сотни больших и малых фонтанов. Все они питались водой, умело направленной по гончарным трубам от родников на окрестных холмах. В каждом квартале имелся свой собственный, главный уличный фонтан. Как правило, он устраивался поблизости от мечети, и верующие совершали возле него ритуальное омовение перед намазом. Таких фонтанов в городе сегодня осталось совсем немного.
Это источники в кварталах Шерустю и Асмахую, да несколько других, совсем уже разрушенных. Кварталу Бурмачишме повезло больше, чем соседним кварталам. Хотя он тоже потерял свою мечеть, зато здесь сохранился фонтан, самый большой в Бахчисарае, построенный для горожан самим ханом. В стену этого фонтана вмурована мраморная доска с именем хана Селима II Герая и датой 1162, то есть 1748-49 год. Неудивительно, что в честь этого роскошного фонтана, который назывался Бурмачишме, получил свое название и весь окружавший его квартал. Под землей к этому фонтану идут длинные мощенные галереи для стока воды. По ним, согнувшись, вполне может пройти человек. Таких подземных водосборных галерей в Бахчисарае было устроено много. Они-то и послужили основой для городских легенд о тайных подземных ходах, которые будто бы вели из ханского дворца в любую часть города. Другой знаменитый городской источник, Сырлы-Чешме, располагался неподалеку от речного берега. Он тоже дал свое имя целому кварталу. Этот фонтан давно уничтожен, да и все прочие здания вокруг него изменились настолько, что это место уже не узнать. Однако и здесь, в квартале Сырлы-Чешме, тоже сохранился примечательный памятник старины, если, конечно, его нынешнее состояние среди грязи и мусора можно назвать сохранностью. Это каменный мостик через Чуруксу, один из тех 43 мостов, что были устроены над речкой. Когда-то на нем тоже имелась мраморная доска, относящая его появление к 17 столетию. Итак, каждый маале включал собственную мечеть, собственную школу, а также один или даже несколько уличных фонтанов. Но, конечно, главным было то, что он включал свой собственный жилой квартал. Извилистые бахчисарайские улочки идут мимо глухих высоких заборов и калиток. Эти стены скрывают уютные дворики, где и протекала повседневная домашняя жизнь бахчисарайцев. Горожане побогаче любили украшать свои жилища цветными стеклами витражей, затейливой резьбой на карнизах, иногда потолочной резьбой. Ханская столица была многонациональным городом. Помимо крымско-татарского большинства, здесь проживали также общины греков, армян и караимов. Христиане Бахчисарая населяли отдельный уголок города, называвшийся Эрмени-Маале, то есть армянский квартал. Что же касается караимов, то в ханские времена они ночевали исключительно в Чуфут-Кале, каждое утро спускаясь обратно в Бахчисарай к своим лавкам и караван-сараям. После российского завоевания Крыма Бахчисарай остался практически полностью крымско-татарским, поскольку все греки и армяне были выселены Суворовым в Приазовские степи, а русское население Бахчисарая долгое время состояло только из нескольких чиновников и полицейских. Конечно, ни от телезрителя, ни от туриста не укроется, насколько запущенным и неухоженным выглядит сегодня старый Бахчисарай. И его центральная улица по-прежнему носит имя Ленина. Но с другой стороны, нельзя не заметить и то, насколько этот город неповторим и своеобразен. Бахчисарай вполне способен стать самой яркой и самой блистательной точкой на карте исторических городов всей Украины. Но это может случиться лишь тогда, когда и жители, и власти станут осознавать, что завтрашнее благосостояние Бахчисарая зависит в первую очередь от того, насколько здесь заботятся о сохранении исторического наследия. И если это наследие будут беречь, тогда у Бахчисарая, несомненно, большое будущее.